Привет! Форум Машук стал одной из самых популярных площадок в стране, территорией для открытого диалога и общения молодежи. В рамках него проходит насыщенная образовательная и культурная программа, очная защита проектов. В течение всего времени ребятам приходится жить в палатках и походных условиях, но для увлеченных своими интересными проектами комфорт уходит на второй план. Если изначально фестиваль задумывался для объединения молодежи СКФО, то сегодня в нем принимают участие ребята из 24 регионов России. Одна из ключевых задач Машука – формирование межрегиональных молодежных проектных команд, привлечение крупнейших работодателей страны с целью дальнейшего трудоустройства и приглашения на практику участников. Когда работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта. Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров, она, к сожалению, для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур. В этом году должен пройти 11-й Северокавказский молодежный форум «Машук». Он состоится с 10 по 26 августа. Правда, к традиционным требованиям дополнятся новые. Для участия обязательно понадобится стабильный интернет и установка необходимых приложений на телефоне или компьютере. «Машук-2020» впервые пройдет в режиме онлайн. Защищать проекты придется через видеосвязь. Лекции, тренинги и консультации с экспертами тоже будут, только в формате онлайн. Пандемия не стала преградой для молодежи, заявки уже начали поступать. Ингушские активисты тоже готовятся к участию. Если же обычно для региона выделялась определенная квота, то на этот раз защитить свои проекты смогут неограниченное количество людей. Комитет по делам молодежи делится. Самое главное сейчас решить вопрос с интернетом. Эту проблему будут прорабатывать с дирекцией форума и организаторами от республики. Просматривается вопрос в том, что если Роспотребнадзор даст нам разрешение, мы будем собирать наших представителей на одной площадке, примерно на базе университета Ингушского государства, на базе других колледжей, либо будем им более разбивать их по группе, чтобы минимизировать угрозу, примерно по 10-12 человек, и собирать их в отдельных кабинетах. Просто вы сами понимаете, что у нас есть проблема интернета, что примерно в Джейравском районе, либо в других районах, в селах интернет иногда бывает с перебоями. А в этом году на форуме Машук есть условие, что если участник не провел в онлайн-формате менее 3-4 часов, он не допускается до грантового конкурса. Организаторами форума Машук выступают аппарат полномочного представителя президента России в СКФО, Федеральное агентство по делам национальностей и правительства Ставропольского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В этом году Машук будет организован в 3 смены. Первая – глобальные вызовы, которая пройдет с 11 по 16 августа. Это экология, цифровизация, наука и технологии, международные и межкультурные коммуникации и добровольчество. С 15 по 20 августа пройдет вторая смена «Национальный код». В рамках нее будут рассматриваться работы по истории, журналистике, предпринимательству, культуре и творчеству, а также спорт и образ жизни, политика и государственное устройство. Третья смена «Мастерская сообществ» с 19 по 24 августа. На ней участники представят проекты развития сообществ практики, туризм и сервис, развитие села и молодежная политика. До начала форума остается 2,5 месяца. Несмотря на тяжелую эпидситуацию, Комитет по делам молодежи планирует провести грантовое обучение, как и в предыдущие годы, но с соблюдением всех мер предосторожности. Будем проводить с ребятами уроки либо в онлайн-формате, либо очные встречи, и будем помогать им прописывать свои проекты, подавать их и защищать их. Тем более у нас есть региональные эксперты, которые будут оценивать их ребята, и они уже могут им как это сказать, на какие именно точки больше всего эксперты обращают внимание. И каждый год мы с ребятами, начиная от того, как нужно писать проект, кончая, грубо говоря, ораторским искусством, как нужно защищать свой проект, все это проводим. Даже проводим с ним уроки защиты. То есть
для того, чтобы ребята не боялись защищать свой проект. В Комитете по делам молодежи региона надеется, что ингушская молодежь и в этом году отметится достойными результатами. Ингушетия уже дважды становилась победителем в округе по сумме грантов на молодежном фестивале. Так, в 2019 году при квоте в 240 человек мы выиграли грантов на общую сумму в 29 миллионов рублей. В 2018 около 24 миллионов рублей. Большинство проектов участников были социальными по улучшению экологии, популяризации физической культуры и спорта, поддержке социально незащищенных категорий населения. В числе последнего направления был и проект Лизы Евлоевой по созданию в республике специализированной автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я просто сама уже более 5 лет за рулем, и когда я, например, получала права, в этом действительно была такая острая проблема, потому что мне не выдавали права только лишь потому, что не было специализированной машины, то есть под колясочника. Поэтому я считаю это актуально, я считаю это нужным проект, потому что каждый человек с ограниченными возможностями хочет быть максимально мобильным. Лиза Евлоева является рекордсменкой Машука. Она заработала самое большое количество баллов за всю историю форума. Один из ее проектов «Другой взгляд». Интеграционный клуб уже второй год ведет работу в Назране. Он стал возможностью для особенных людей реализовать себя, получить дополнительное образование, спецпомощь, найти друзей и получить поддержку в трудоустройстве. В этом году Машук 2020 посвящен 75-летию Великой Победы. Участником Северокавказского форума может стать любой желающий от 18 до 30 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте Федерального агентства по делам молодежи. Регистрация доступна до 20 июля. Максимальная сумма гранта в этом году составит около 300 тысяч рублей. Диана Дударова, Магомед Шаукалов, Новости 24.